Я хотел бы снова, чтобы мы пробежались очень быстро, мы сами себе напомнили вещи, связанные с дарами. И вот здесь у нас есть слайд. Мы разбили, как вы уже помните, на 3 части: дары духовные. Первая часть, то, о чем мы стали говорить, это дары говорения. Почему говорение? Это то, что должно быть сказано. Если они не высказаны, фактически они не работают. И вот эти вот дары говорения, это 3 дара: пророчество, разные языки, истолкование языков. Мы сейчас к этому вернемся. Дальше, если получится, сегодня об этом тоже немножко поговорим. Это слово знания, слово мудрости, распознание духов. И эта категория называется дары откровения и дары силы. 3-я категория – это дары исцелений, дар веры и дар чудотворения. На самом деле церковь, вот я вам по секрету могу сказать, церковь проживет и без этих даров. Проживет. Дождется, пока придет Иисус Христос и заберет на небо. Церковь проживет, я хочу даже больше сказать, и без исцелений проживет. Только некоторые чуть-чуть раньше помрут, немножко раньше со Христом встретятся. А так даже проживет. Потому что есть категория людей, которые говорят: ой, в Новом Завете уже все исцеления произошли, все дары уже свершились, все апостолы уже побывали на этой земле. Церковь и без апостолов проживет. Но знаете, что это будет? Это вот то же самое, что, например, проживу ли я на хлебе и на воде? Проживу, of course, вообще без проблем. Конечно же, я выживу. И даст Бог, и некоторые люди говорят: ну, далеко не уедешь. Нет, далеко уеду. Может быть, буду худенький, в тонусе, с острым носом, потому что худенький нос всегда впечатляет людей, он становится острым почему-то. Но я выживу, согласитесь? Это то же самое, когда люди говорят: церковь в этом не нуждается, в том не нуждается, в третьем не нуждается. Да, конечно, братан. Просто есть качество жизни, например, твое. Ты можешь выжить там без часов, без телефона. У тебя может быть одна футболка и одни джинсы, и одни кроссовки. И ты выживешь. Ну, еще бы шубку на зиму. Вот 100% выживешь, ничего с тобой не будет. Но качество жизни, согласитесь, разное. Когда у тебя есть возможность, например, помимо хлебушка, иногда еще овощи кушать. Уже как-то радостнее. Когда у тебя еще помимо этого есть возможность мяско кушать, сливочное масло, что там еще? Манты. Иногда шашлык кушать. Это уже, знаете, качество жизни категорически меняет. Когда, например, весна, и ты уже можешь из своих джинс вылезти и надеть свои красивые пума-шорты. И уже надеть, может быть, какую-то красивую маечку, когда у нас 40 градусов на улице. Шубку свою скинуть, качество жизни, согласитесь, меняется. То же самое, церковь может быть ограничена, она может быть ущемлена, она может проповедовать о том, что Иисус Христос – это путь к спасению, и на этом точка. Она выживет, она придет ко Христу. Но качество жизни этой церкви будет совершенно другое, если, например, в этой церкви могут действовать дары исцеления, или в этой церкви может просто действовать сила Божия, которая невероятным образом людей освобождает, приносит просто дерзновение, приносит помазание. Когда человек может молиться на иных языках и видеть видения, видеть какие-то или получать какие-то откровения. Согласитесь, качество жизни такой церкви меняется. Поэтому Бог говорит: можете выжить, но ревнуйте о дарах больших в своей жизни. Вы уже начали ревновать, друзья? Это то же самое, например, в моей жизни чего-то не хватает, это то же самое, что хлеб и вода, весь рацион. Ревную о том, чтобы что-то менять в своей жизни. Духовно ревную о том, чтобы что-то иметь вот из того, что говорит, или то, что предлагает нам Бог здесь, из этих 9 даров Святого Духа. Давайте мы еще на 2 места Писания посмотрим, и потом вернемся к первому посланию Коринфянам, 14 главе. Это 2 места Писания из 1 Коринфянам, 12 главы. Здесь написано так, с 4 стиха. Есть различные дары, но Дух один. Это дары Духа Святого. Есть разные служения, но Господь один и тот же. Это дары служения. То, что дает Иисус. Помните, апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель. Помните, мы говорили об этом? Это дары служения, то, что дает нам Господь Иисус. Есть разные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас. Это те действия, которые мы назвали для упрощенного понимания дарами Отца.
Помните, мы говорили с вами о пророчествующем слуге. Вот здесь у нас стояли ребята, которые показывали такой небольшой интерактивчик о том, как эти действия в нас производит Бог Отец, и как эти действия в нас помогают или служат другим людям. Вот здесь снова Бог, мало того, что о каждом из этих даров написано в Ефесянам, в Римлянам, в 14 главе 1 послания к Коринфянам, здесь их апостол Павел все в кучку собрал. Он говорит, 3 типа даров. 3. То, что от Духа, то, что от Иисуса и то, что от Бога Отца. Мне человек один задал вопрос, а где ты взял, что это от Бога Отца? Вот здесь написано. Бог Отец, хорошо, Дух, Господь, Иисус и Бог Отец. Скажем так, триединый Господь в разных ипостасях раздает разные дары. Вот здесь это написано. Еще одно место Писания из 12 главы, с 28 стиха. «В церкви Бог назначил одних быть апостолами, других пророками, третьих учителями». Остановился. Здесь о чем говорится? О дарах служения или пятигранном служении, то, что дает Иисус. Дальше написано, Он наделил некоторых силой совершать чудеса, других дарами исцелений. Одним дал дар помощи нуждающимся, другим дар управления, а иным разные языки. Вот здесь Он вперемешку говорит о разных дарах. Он говорит о разных дарах, причем Он не перечисляет весь список. Он просто говорит о том, что в церкви это все перемешано. Человек может быть в каком-то служении находиться, двигаться в каких-то дарах Духа и иметь при этом определенные дары Отца, в которых он очень сильно преуспел, и он помогает в этих дарах Отца другим людям. Здесь он говорит о том, что церковь – это разнообразие разных даров, друзья. Мы все друг на друга не похожи. Кто-то апостол, кто-то к апостолам отношения не имеет. Кто-то пророк, кто-то к пророкам вообще отношения не имеет. Кто-то учитель, кто-то к учителям отношения не имеет. Но у каждого есть что-то свое. Скажи своему соседу, у тебя есть что-то свое. Вот здесь он говорит не о том, что кто-то лучше, кто-то хуже. Он говорит о том, что все тело очень разнообразно. Тело разнообразно. У каждого есть что-то свое, вложенное Господом, что Бог производит в этом человеке. И это все должно служить на созидание тела Христа. Помните, мы говорили о том, что есть харизматическая церковь, а есть та церковь, которую строит Бог. И харизматическая церковь – это неплохо. Это, наверное, последнее веяние, которое Бог совершал на территории земли. Он поднимал эту харизматическую церковь, начиная где-то с 30-х, 40-х годов 20 века. Но сейчас приходит новое время, потому что харизматическая церковь зациклилась на своих главных лидерах. Она зациклилась на каких-то своих личных пониманиях, и чаще всего она потеряла возможность или важность того, чтобы каждый член, во-первых, имел отношение с Богом, каждый член тела Христа, а во-вторых, каждый член в меру свою, в меру своих талантов, в меру своих даров начинал что-то делать. Харизматическая церковь нацелилась на каких-то главных людей. Бог сегодня строит совсем другую церковь. Эта церковь, ее можно назвать пророческой или церковь последнего времени, когда каждый важен, когда у каждого есть дар, и когда в меру работы твоего дара эта церковь возрастает в любви и созидается количественно. То есть и качественно, и количественно. Можешь на это аминь сказать? Поэтому хочу тебе сказать сейчас, как пророческое слово утешения с небес. Ты важен, ты дорог, и ты необходим. Ты не просто какой-то винтик, который исполняет волю главного служителя, который исполняет видение главного служителя. Ты вошел, как некоторые в харизматических церквях говорят, ты вошел в видение этого человека. Нет. Мы сегодня строим Христову церковь. Мы строим сегодня церковь Иисуса Христа. Аминь. Ты важен. У тебя есть какой-то свой дар. И 29 стих давайте прочтем. «Разве все апостолы, разве все пророки, разве все учители, разве все совершают чудеса, разве все имеют дар исцеления, разве все говорят языками, разве всем дано толковать эти языки?» Дальше. «Стремитесь иметь более важные дары». Он говорит, что мы не все имеем полноту этого набора из 3 разных типов даров. Мы не все во всем. Каждый из нас что-то имеет
оттуда, отсюда, здесь. Но когда мы вместе, мы тогда создаем эту полноту. И он дальше говорит, стремитесь иметь более важные дары. Сейчас я вам покажу самый превосходный путь. И что начинается после 31 стиха? 13 глава 1 послания к Коринфянам. Напомните мне, что там написано? Любовь. И он начинает объяснять вот этот превосходный путь, которым должна идти Каримская церковь. Так вспомните, что такое Каримская церковь. Каримская церковь, если вы начнете читать с 1 главы 1 послания к Коринфянам и до конца, вы поймете, что это была плотская церковь. У них бесконечные проблемы с блудом, у них бесконечные проблемы с распрями. Они делились на фракции, они говорили, я Аполлосов, я Петров, я Павлов, я вообще там какой-нибудь важный, вообще ко мне не лезьте, я там сам по себе. Между ними терки бесконечные были, обиды, претензии, соперничество. И Павел говорит о том, что если это все есть у вас, вы плотские. И что самое интересное, первое послание к Коринфянам, 1 глава, 7 стих, там написано о том, что нет никакого недостатка в дарах духовных в этой церкви. И вот здесь некоторые люди задаются вопросом, как так? Плотские и полнота даров Духа Святого. Я тебе сразу скажу, это не зависит от твоего духовного возраста, от твоего духовного состояния. Это зависит от уровня твоей ревности об этих дарах. Понимаете, друзья, дары духовные – это харизма, это то, что дается нам незаслуженно. Это не от того, что я 40 дней постился, и сейчас я в дарах начал двигаться. Это не от того, что я уже не блудю 40 лет, и я такой хороший семьянин, поэтому у меня будет дар пророчества теперь работать. Эти дары работают не от нашей хорошести. Хорошесть, она влияет на нашу духовную зрелость. Дары духовные даются даром. Это харизма. Это то, что пришло просто так, незаслуженно, по благодати с небес в нашу жизнь. Все, что нам нужно делать, это ревновать об этих дарах. Но Павел немножко корректирует эту церковь и говорит, ребят, когда у вас куча даров и вот такой ненормальный характер, вам необходимо, 13 глава, 1 послание к Коринфянам. Вы должны понимать, что такое настоящая любовь. Когда в смирении друг к другу относитесь, когда не гордитесь, не превозноситесь, не завидуете, когда не воздаете злом за зло, когда не живете в горечи. Он объясняет о том, что такое любовь. О том, что любовь – это основа нашего характера. На этом строится наша духовная зрелость. Дары приходят просто так. Духовная зрелость приходит, когда мы работаем над своим характером. И мы делаем все для того, чтобы нам двигаться в Божьей любви. Аминь? Аминь. Возвращаемся к первому посланию к Коринфянам, 14 главе. Итак, мы 12 коснулись, о том, что Бог хочет давать нам дары. 13 мы коснулись, понимая, что нам надо менять наш характер. И теперь 14 глава. 14 глава, я хочу прочитать ее сегодня полностью. И потом мы немножечко попрактикуемся из нее. Хорошо? Хорошо? Открывайте свои Библии. Будем читать с 1 стиха и до 38, если не ошибаюсь. Что-то такое, да? Много. Следуйте путем любви. Стремитесь иметь духовные дары. Особенно дар пророчества. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Ведь его никто не понимает, он духом говорит тайны. С вашего позволения, я какие-то отрывки Писания буду комментировать. Как я это вижу, как я это понимаю. Можно? С вашего позволения. Хорошо. Дальше, 3 стих. Тот, кто пророчествует, говорит людям для их назидания, ободрения и утешения. Говорящий на незнакомом языке говорит в назидание себе, а пророчествующий говорит для назидания церкви. Я бы хотел, чтобы каждый из вас говорил на языках, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Кто пророчествует, тот больше того, кто говорит на языках. Разве что он будет и истолковывать свою речь, чтобы и церковь получала назидание. Здесь сказано, вот до 6 стиха, о том, что есть 2 категории людей, которые могут выйти, помимо людей, проповедующих Слово, которые могут выйти и говорить какое-то послание. Первая категория людей – это люди, которые могут на родном языке сказать пророческое слово в жизнь конкретных людей или в жизнь церкви. Аминь. Вторая категория людей – это люди, которые могут выйти и сказать послание на
иных языках. И таким образом чаще всего может проявляться дар разных языков, как мы уже об этом говорили. Когда человек выходит, и он говорит послание на иных языках, непонятных ни одному слушающему. Поэтому здесь Бог говорит, это классно, когда такие люди есть, но их надо истолковывать, для того, чтобы это было понятно слушающим. Здесь не говорится о том, когда мы как церковь собираемся вместе, мы молимся на иных языках, мы ходатайствуем за какие-то вещи вместе. Здесь говорится о том, когда человек публично выходит и говорит послание на языках. Понятна разница? Очень легко на самом деле. И вот здесь он говорит, что такой человек должен, или хорошо было бы, чтобы он истолковывал свою речь, чтобы и церковь получила назидание. Потому что когда он сказал послание на языках, он сказал это пред Богом, он получил какое-то назидание духовное для себя. И дальше, как говорится, трава не расти. Но Павел говорит, это неправильно. В церкви должно быть все понятно. Человек выходящий, дающий послание на языках, либо сам истолковывает, либо знает, что сидит брат, который может истолковать, и он это делает. 6 стих. «Братья, если приду к вам и стану говорить на незнакомых языках, то какую пользу я принесу вам, если в моих словах не будет ни откровения, ни знания, ни пророчества, ни наставления?» Возьмите, к примеру, даже безжизненные музыкальные инструменты, флейту или арфу. Как вы узнаете мелодию, если на них будут играть, не придавая значения тому, какие ноты звучат? Если труба не протрубит разборчиво определенный сигнал, то кто станет готовиться к сражению? Также и у вас, если вы не произносите языком членораздельные слова, то как человеку понять, о чем вы говорите? Вы будете бросать слова на ветер. В мире так много разных языков, но все они понятны тем, кто ими владеет. Если я не понимаю значения того, что мне говорят, то я чужеземец для говорящего, и говорящий чужеземец для меня. Так же и вы хотите иметь духовные дары, так стремитесь же иметь их в изобилии, но на благо церкви. Поэтому кто говорит на незнакомом языке, пусть молится о даре истолкования. Когда я молюсь на незнакомом языке, то мой дух молится, но ум не принимает в этом участие. Так что же мне делать? Я буду молиться духом, но буду молиться и умом. Я буду петь духом, но буду петь и умом. Если ты благодаришь Бога духом, то как может несведущий человек сказать аминь? Ведь он не поймет, что ты говоришь. Ты можешь хорошо благодарить Бога, но другому человеку это пользы не принесет. Я благодарен Богу, что говорю на языках больше всех вас. Но в церкви я лучше скажу 5 понятных слов, которые послужат для наставления другим, чем 10 тысяч слов на незнакомом языке. Друзья, вам не кажется, что весь этот отрывок говорит об одном, что в Каримской церкви был подобный микрофон, образно говоря, либо кафедра, как это принято говорить. И выходили ребята из зала и начинали проповедовать на иных языках, начинали говорить какие-то слова. Поэтому Павел здесь пытается привести все в порядок и говорит: ребят, чем вы выходите и говорите 1000 слов на непонятном языке, я за то, лучше, чтобы вы вышли и сказали что-то для назидания слушающих на родном, на понятном языке. Если вдруг у вас есть желание говорить на иных языках, тогда сами себя истолковывайте для назидания церкви. Не кажется ли вам, что именно об этом здесь и говорит нам Писание? Потому что мы столько разных слышали интерпретаций этого места Писания, столько разных взглядов мы слышали. Взгляд такой, взгляд вот такой, что это не надо. Если нет истолкователя, тогда там молись дома, или лучше пророчествуй. Мы за то, чтобы люди пророчествовали, на языках не надо говорить. Вот здесь Павел объясняет. Выходишь проповедовать, выходишь что-то послать для Божьего народа, выходишь что-то сказать, скажи лучше 10 слов на понятном языке и вдохнови их, чем вот такое количество слов на непонятном языке. И дальше интересно, 20 стих. «Братья, не будьте детьми по уму. В отношении к козлу будьте младенцами, а по уму будьте взрослыми». Что это значит, друзья? Иногда в какие-то так называемые духовные собрания попадаешь, и такое впечатление, будто какая-то игра происходит там.
Люди думают, что если они будут как-то вести себя духовно, если вдруг, например, ты пришел на собрание, и там все вдруг падают или трясутся, или у людей какой-то тик непонятный, они не могут себя остановить, они считают, что это такое что-то невероятное, что должно обязательно коснуться других людей. Как я помню, мы там собирались для разных там молитвенных собраний. Это дело касается церкви, это дело касается людей посвященных, знающих Христа. Мы там молились на языках, вдруг начинали там выходить бесы, вдруг начинали какие-то проявления происходить. Знаете, это странно было бы, если бы на наших общих собраниях мы устраивали подобные вещи. Мы тогда бы выглядели бы младенцами глупыми, которые отталкивают новых людей приходящих. Нам иногда кажется, наша духовность, наша вот эта вот невероятная духовность какая-то, она может привлечь людей, которые пришли из мира. На самом деле нет. Она иногда отталкивает. Поэтому Павел говорит, ребят, не будьте младенцами умом своим. Будьте людьми взрослыми. Взвешивайте здраво. Смотрите, вот если бы ты был неверующий, ты пришел бы на это собрание, ты потом бы перекрестился и сказал, Господи, Господи, не дай Бог мне снова попасть к этим фанатикам. Павел об этом здесь говорит. О том, что наши собрания должны быть взвешены, они должны быть упорядочены. С одной стороны, харизма должна отовсюду, со всех щелей ломиться. С другой стороны, какой-то божественный порядок должен происходить. Согласны вы со мной? Чтобы нашей харизмой иногда чрезмерной мы не отпугнули людей, которые вообще первый раз пришли, смотрят на все и думают, что за зоопарк? 21 стих. В законе написано, через людей, говорящих на чужих языках, через уста чужеземцев, я буду говорить этому народу, но они и тогда не послушают меня. Таким образом, языки представляют собой знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же для верующих, а не для неверующих. Поэтому, если вся церковь соберется, и все будут говорить на языках, и зайдут люди несведущие или неверующие, то не скажут ли они, что вы беснуетесь? Но если зайдет неверующий или несведущий в то время, когда все пророчествуют, то он всеми будет обличаться в грехе и всеми будет судиться. Все тайные помыслы его сердца станут явными, и он, павший ниц, поклонится Богу и воскликнет: среди вас действительно присутствует Бог. Смотрите, что здесь сказано. Когда мы говорим на языках, это знамение для кого? А давай вернемся, 23 стих. Что за непонятка? Что за непонятка выше? 22 стих. Языки представляют собой знамение. Что написано? Что у нас это собрание разделилось? Не для верующих, а для неверующих. То есть, другими словами, Павел говорит, что наши языки, которыми мы можем говорить, они для неверующих. И тут же, если дальше мы читаем 23-24 стих, он говорит, когда мы все молимся на языках, неверующие приходят, смотрят, и что говорят? 23 стих. Ребят, вы беснуетесь, что ли? То есть что-то, вам не кажется какая-то нестыковка? А? Кажется? Вы знаете, вот когда мы... Давай снова 22 стих. Таким образом, языки представляют собой знамения не для верующих, а для неверующих. Вот здесь я уверен, говорится о как раз-таки даре языков, дар разных языков. Помните Деяния апостолов, 2 глава? Что произошло? Вся эта огромная команда людей, 120 человек, получившие крещение Святым Духом, что начали делать? Они стали говорить на языках понятных. Да и на дунганском в том числе говорили бы, если бы тогда дунгане были в их собрании. Они говорили на всех известных языках. И люди, которые собрались, были рядом с ними, слышали, о чем они говорят. Это были люди из разных областей Римской империи, где они знали другие языки, кроме еврейского. Это все происходило в Иерусалиме, помните? Что произошло? Для них это было знамение. Но как всегда, когда есть определенный передоз в этом знамении,
Дальше он говорит, когда мы все будем говорить на языках, и знаете, иногда мы путаем вот эти вот разные языки и языки наши молитвенные. И когда мы, например, вся наша церковь сейчас будет молиться на иных языках, человек зайдет, и он не услышит ничего членораздельного для себя, он просто скажет, беснуются вообще ребята. Они на какой-то белиберде молятся здесь, непонятно, что происходит. Но даже и тогда, когда они слышали на своем родном языке послание с небес, как они реагировали? Набухались с утра. Сладкого вина, видимо, у них в избытке 120 человек набухались теперь на способность. Вот знаете, вот если бы набухался человек, и способность бы такую получал. Говорить на английском языке. У нас бы все переводчики пьяные ходили. И это почему-то люди восприняли именно таким образом. И здесь он говорит, так важно, чтобы когда мы сегодня говорим какое-то послание, чтобы это было послание членораздельное, понятное. И он говорит, когда пророчествует человек, заходят неверующие, и их это пророчество касается, на родном языке они слышат послание. Это послание, их, Библия говорит, тайные помыслы сердца проявляет, открывает то, что там внутри их сердца, это касается невероятным образом. Поэтому Павел и говорит, друзья, когда вы все вместе собираетесь, чуть-чуть с духовностью со своей повремените. Есть вещи, которые должны быть правильные, есть вещи, которые должны быть сбалансированные и взвешенные. Если вдруг у тебя есть послание на языках, с одной стороны, нет проблем с тем, чтобы ты вышел и говорил это послание на языках, но нужно убедиться, что есть кто-то, кто будет истолковывать это. Вау, а как это сделать? Давайте дочитаем первое послание к Коринфянам, 14 главу, и потом мы некоторые вещи практически сделаем. Что же, братья? Что же, братья? А где сестры? Сестер нет. Когда вы собираетесь вместе, и у каждого из вас есть или псалом, или наставление, или откровение, или слово на языках, или толкование сказанного на языке, то пусть все это будет для назидания церкви. Если кто-либо говорит на языке, то пусть говорят двое, или самое большее трое. И притом по очереди, один пусть истолковывает. Если же толкователя среди вас нет, тогда в церкви молчи, говори лишь себе и Богу. И пророки, или здесь правильно, люди с даром пророчества, пусть говорят двое или трое, а другие пусть рассуждают об услышанном. Если же кому-либо другому из присутствующих будет откровение, то пусть первый говорящий замолчит. Вы все можете по очереди пророчествовать, чтобы все могли получить наставление и ободрение. Пророки могут контролировать свой дух, потому что Бог не беспорядка, а мира, как и во всех собраниях святых. Женщины во время служений. Спасибо, сынок. Пусть молчат. Говорить им не позволяется, но пусть они будут в подчинении, как того требует и закон. Если они хотят что-либо узнать, то могут спросить об этом дома у своих мужей, потому что в церкви женщине говорить неприлично. Вы думаете, что Слово Божие вышло впервые именно от вас или достигло лишь вас? Кто считает себя пророком или человеком духовным, должен признать, что все, что я пишу вам, есть установление самого Господа. Аминь.